татары сохранили в этом бардаке. Москва не сохранила, а Казань сохранила свои традиции, ценности. У каждого же тюркского народа как свой фольклор, своя история. Как говорил Расул Гамзатов, только взрослый человек может взять на себя ответственность за свои действия, за свою семью, за свою родину и так далее. И мы должны помогать этой молодежи, а не потворствовать. В Коране сказано, что человек – это наместник Аллаха на земле. А разве мы относимся к людям как к наместникам Аллаха? Что такое цивилизация? Цивилизация – это когда вы способны подняться над этническим и конфессиональным. Давайте проведем традиционные ценности тюркских народов России. Традиционные ценности тюркских народов России. У каждого же тюркского народа как свой фольклор, своя история, свои элементы. Рустем, не надо говорить общеизвестные вещи, это козе понятно. Я веду речь тюркских народов, что общие ценности какие, и у каждого народа какие, и как они адаптируются к российским, русским традиционным ценностям. Ну, прежде всего, ислам, наверное, нет? Нет. Ислам пришел потом. Были сначала тюрки, а потом пришел ислам. Да. Понимаете? Вот я создал в Дербенте центр мировых культур и религий. А мне предлагали мировых религий. Я сказал, сначала была культура. Пожелание сегодня молодежи какое главное? Пожелание... От чего они должны отталкиваться? На что должны ориентироваться? Они должны ориентироваться на свои семейные, родовые, общинные, народные традиции. То есть ты продолжателем чего и кого ты являешься. Ты какого рода, какого народа, какого языка, какой культуры. И с кем твой народ, твой род шел по жизни, с какими народами, культурами и так далее. То есть вот это базовые вещи, которые должны быть заложены в человеке. Россия вообще, будучи Западом, оказалась вместе с Востоком. Греция, будучи Западом, оказалась, будучи православной, оказалась на Западе. Русская цивилизация, как ни одна другая, это духовная цивилизация. Почему сейчас Запад в глубочайшем кризисе? Потому что они отказались даже от личности, они на уровне индивидов остановились. Индивидуальный эгоизм. А личность что такое? Как Маркс говорил, личность – это совокупность общественных отношений. То есть связь с коллективом, с общиной. Это традиционно для России, традиционно для тюрков. Понимаете? Тюрки – это очень глубокий народ. Дело в том, что очень много мы сразу уходим в национализм. Вместо того, чтобы понять философию народа, этику этого народа, эстетику этого народа, мы все время уходим в политику. Не надо уходить в политику. Понимаете? Что такое цивилизация? Цивилизация – это когда вы способны подняться над этническим и конфессиональным, подняться выше, интегрироваться. А мы эту цивилизацию тащим туда же, в пещеру национализма, в пещеру этих религиозных дел. Понимаете? Вы сразу начинаете говорить, мусульманских вопросов нет. Но мусульманский занимает отдельное место. Это взаимоотношения с Аллахом и исполнение Его воли на земле. Понимаете? А что сказано в Коране? В Коране сказано, что человек – это наместник Аллаха на земле. А разве мы относимся к людям как к наместникам Аллаха?
Понимаете? Мы ненавидим, мы преследуем людей, мы уничтожаем людей. Мы в 20 веке уничтожили 100 миллионов человек. Понимаете? Европа, которая организовала 2 мировые войны, и сейчас они учат мир, как себя вести. Они готовят 3-ю мировую войну. Понимаете, я разговаривал с помощником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности в 1995 году. Понимаете, а я был зампредседателя Совета Федерации. Я говорю, вы монополизировали Европу. Он мне говорит, европейцы нельзя одних оставлять. Если их одних оставишь, они организуют следующую мировую войну. А сейчас Америка помогает Европе. Понимаете? Вот эти вещи надо понять. Речь не идет. Я, например, вот я сейчас в Таджикистане проводил форум, я им говорил, я не против западной цивилизации. Потому что западная цивилизация создала очень много ценностей в мире. Понимаете? Тот же самый индивидуальные права. Это была революция в свое время. А они замкнулись в это. Они начали отрицать семью, коллектив. А сейчас до чего они дошли? Отрицают пол. Понимаете? Вот это, поэтому молодежи эти никто ни в одном институте нормально эти вещи не объясняет. В школе никто это не объясняет нормально. Потому что для того, чтобы это объяснить, сначала надо овладеть философией. Понимаете? Я защитил докторскую диссертацию в 1985 году в Ленинградском университете. Тема, знаете, какая у меня была? Духовно-нравственные проблемы межнациональных отношений. И я вот 43 года ждал, чтобы эту проблему обозначить на уровне государства. И только сейчас Путин это сделал на фоне этой спецоперации. Поэтому молодежь должна повзрослеть. Они и так повзрослеют. Потому что, как говорил Расул Гамзатов, только взрослый человек может взять на себя ответственность за свои действия, за свою семью, за свою родину и так далее. И мы должны помогать этой молодежи, а не потворствовать. Понимаете? Я прихожу в университет, студенты, как на черкизовском рынке. Я прихожу в галстуке, в костюме. Они все приходят в шортах, тазиках, с голой пузой. Это что за университет такой? В университет человек должен приходить чистой рубашкой, пиджачком или безрукавкой. Это порядок. Это не диктат чего-то. Вот после занятий веди себя как хочешь там. Но здесь порядок. Понимаете, в каждом доме есть свой порядок. То этот порядок, посмотрите, Татарстан. Вот я почему без конца езжу? Потому что мне приятно. Татары сохранили в этом бардаке. Москва не сохранила, а Казань сохранила свои традиции, ценности. Понимаете? Вот это очень важно. И надо, чтобы Татарстан не только себя спасал, но и спасал Россию, президента. Именно по традиционным ценностям, именно по морали, именно по культуре. Понимаете? Я здесь выступал позапрошлом году. Доклад у меня такой был. Духовно-нравственные ценности ислама и современный мир. Я говорил, что вот эти ценности ислама должны помочь миру тоже. Салам алейкум. Спасибо, спасибо.